А вот постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в очередной раз призвал Российскую Федерацию уйти из Крыма и ОРДЛО и начать налаживать добрососедские отношения с Украиной, базирующиеся на взаимном уважении. Об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Предлагаю его послушать. Україна продовжує обраний нею шлях як вільна, демократична і багатогранна країна, і вона завжди буде залишатися одним із сусідів Росії. Для російського народу немає ніякої користі від дорогої політики Кремля, яка складається в непримиренній ворожості по відношенню до України. Щоб чинити правильно по відношенню і до власних громадян, і до українців, Москва повинна піти зі сходу України та Криму і почати процес налагодження дружніх відносин між двома країнами, заснованих на взаємоповазі. Пане Евгене, а как вы считаете, какие решения может принимать международная платформа по Крыму? Начнем с того, что пока это проект, который может быть запущен к концу этого года или в начале следующего. Скорее всего, в начале следующего года. По той По крайней информации, мере, говорили, что будет Крымский саммит в феврале, говорили сначала, потом сказали, что в мае, и вот в рамках этого саммита уже будут говорить о создании платформы. Да, в феврале будет 7-я годовщина начала оккупации Крыма, и это было бы хорошим поводом для того, чтобы оформить Крымскую платформу как многосторонний механизм деоккупации полуострова. По той информации, которой я владею, предлагается ее создать на 3 уровнях. Первый уровень — это главы государств, второй уровень — это министры иностранных дел, и третий уровень — это экспертные круги. Для чего это все делается? Это будет позволять Украине искать поддержку среди тех стран, которые занимают однозначную позицию в отношении непризнания аннексии Крыма. Те страны, которые уделяют внимание нарушениям прав человека, военным преступлениям, преступлениям против человечности на полуострове. И эта платформа, конечно, не будет способствовать быстрому возвращению Крыма под юрисдикцию Украины. Однако при грамотном использовании всех инструментов это даст возможность более оперативно обмениваться информацией о ситуации в Крыму и синхронизировать разный вид политического давления, санкции на Россию, чтобы максимально все было синхронизировано между Украиной, странами ЕС, НАТО, Японией и всеми, кто занимает твердую позицию в отношении непризнания захвата полуострова. Дуже дякую вам, пане Євгене. Євген Ярошенко, аналітик Кримсоц, був з нами на прямому зв'язку. Пане Игоре, как вы считаете, можно ли говорить об эффективности этой платформы, если в ней не будет принимать участие страна-агрессор? Хотя в Министерстве иностранных дел Украины сказали, что все-таки пригласят РФ, но мы же понимаем, что Российская Федерация, которая постоянно говорит о том, что тема Крыма для нее закрыта, участвовать в данной платформе не будет. Ну, безусловно, эффективность платформы от этого несколько снизится. Хотя, знаете, с другой стороны, сам факт создания такой платформы, он чрезвычайно позитивный. Почему? Потому что у нас был период, когда несколько тем, знаете, выпало с информационной повестки дня. То, что мы теперь ее возвращаем, это на самом деле очень хорошо. И эта платформа, даже если там не будет Российской Федерации, на самом деле очень усилит позиции Украины. У нас появится поле для маневра и дополнительный инструмент давления, в том числе на Российскую Федерацию, начиная от каких-то санкций и заканчивая непосредственно проектами инвестиционными, в том числе там, социальными, гуманитарными, политическими, которые будут способствовать возвращению оккупированной территории Украине. Поэтому нужно единственное дождаться большей конкретики, потому что пока мы имеем только такой план, да, и как эта платформа будет выглядеть, на каком уровне там будет происходить обмен, скажем так, мнениями, когда он будет уже институциализирован, да, и непосредственно эта платформа будет представлена, я думаю, что тогда мы четко сможем понять и прописать, возможно, да, все те механизмы, которые нам будут использовать для возвращения оккупированных территорий. А Российская Федерация, конечно, будет категорически вначале против, но если платформа покажет свою эффективность, на первом особенно этапе, да, и Россия действительно вынуждена будет прислушиваться в той или иной способ к тем решениям, которые там будут приняты, то я не исключаю, что она будет пытаться в нее сама уже каким-то образом зайти для того, чтобы принимать участие в тех обсуждениях, которые будут.